Доброе утро, уважаемые телезрители! На телеканалах Якутия-24, НВК Саха. С вами вновь мы, Дарья Анкехова и Руслан Ачиров. И сегодня на календаре у нас отмечается памятная дата. Сегодня День космонавтики. Именно 12 апреля 1961 года на земную орбиту вывели первый в мире космический корабль-спутник с человеком на борту. С тех пор этот день в России отмечают как День космонавтики, а в мире – Международный день полета человека в космос. И сегодня в рамках нашего выпуска мы обязательно остановимся на этой теме. Ну а что же еще мы подготовили для вас? Давайте узнаем. Ну, во-первых, по республике на этой неделе отмечается День контроля калорий. Пропаганда здорового питания. Более подробно об этом мы поговорим сегодня обязательно в рубрике «Мой доктор». Также, как всегда, у нас будет наша постоянная рубрика «Полезные советы», где мы расскажем, как нужно хранить меховую зимнюю шапку, чтобы она у вас не испортилась до следующего сезона. По традиции к нам каждую среду приходят специалисты офиса «Мои документы». И в этот раз они нам расскажут о том, как можно получить уведомления о планируемом строительстве. В отдаленный населенный пункт Алданского района пришла сотовая связь. Какое это село и что это даст, мы расскажем вам сегодня в рамках нашего эфира. А в соседнем Тамоте начали развивать туристический потенциал города. Так что в скором времени Алданский район станет еще одной точкой притока туристов из разных регионов и стран мира. Так что, друзья, оставайтесь вместе с нами, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Утро Якутии». И уже на днях среди вас мы будем разыгрывать билеты на культурные мероприятия столицы. Ну а все условия, конечно, будут расписаны именно в нашем телеграм-канале. Но сейчас предлагаем узнать, какая погода за окном. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 16 градусов. В Заречной группе 8-13 градусов ниже 0. В южных районах 11-18 со знаком минус. В Вилюйской группе до минус 28, в Нижнеленских 17-25 ниже 0. В западных 18, в Колыме-Дигирской группе Улусов 16-25 со знаком минус. В Янских районах до минус 17. На северо-западе 16-30 градусов ниже 0. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 12 градусов. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Штиль. Сегодня днем преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до плюс 1 градуса. Мы желаем всем доброго утра, отличного начала нового дня. Ну а пока мы спали, предлагаем вам рассказать, что произошло за эту ночь. В стране принят закон о полном запрете продажи вейпов несовершеннолетним, в том числе без содержания никотина, а также расходников к ним. Уже сейчас федеральные власти готовят поправки в Кодекс об административных правонарушениях в уголовном законодательстве, чтобы наказать тех, кто будет нарушать нормы закона о запрете, отметил председатель Госдумы России Вячеслав Володин. Кроме этого, будем вносить изменения в налоговое законодательство, которое сделает вейпы в принципе недоступными. Помимо этого, этой ночью Госдума приняла законопроект о едином реестре военнообязанных, электронных повестках и ограничениях на выезд из страны с момента получения повестки до явки в военкомат. Следует из данных на сайте Нижней палаты парламента. Депутаты приняли поправки сначала во втором чтении и почти сразу после этого в окончательном третьем. Далее закон должен одобрить Совет Федерации и подписать президент. Ну а чтобы не было вреда для здоровья, важно не перекусывать на ночь, не стараться рано завтракать и не ложиться спать в течение 2 часов после ужина. К таким выводам в результате исследования пришли ученые из Королевского колледжа Лондона, тем самым опровергнув миф о том, что поздний ужин вреден для здоровья. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на новостной портал Daily Mail. Можно заканчивать ужин и в 21:30. Главное – поздно позавтракать, в идеале в 11:30. Это нужно, чтобы выдержать 14-часовой период голодания, который, как показывают данные, множество исследований полезен для обмена веществ, рассказали эксперты. У микробов в нашем кишечнике, как и у вас, есть ритмы, и им нужен отдых от еды. Люди часто едят поздно из-за работы или детей, и они не должны чувствовать себя виноватыми из-за этого. Важно не перекусывать на ночь, стараться не завтракать рано и не ложиться спать в течение 2 часов после ужина. Тогда со здоровьем все будет отлично, отмечают исследователи.
Ну, вообще вот эта тема, да, правильного питания, она очень такая актуальная в последнее время. Ты знаешь, я вот жила, да, и все время думала, что после 6 ужинать категорически нельзя. Оказывается, смотри, можно и в 10, и в 11, но тогда завтрак смещаться должен. 14 часов нужно голодание вот между ужином и завтраком. Это надо попробовать, кстати говоря. Но еще вот это есть БЖУ, по-моему, называется подсчет калорий, да, то есть ты можешь... Ой, это сложная история. Да, очень сложно. Ну а в нашем регионе, в республике, стартовала неделя подсчета калорий и пропаганды здорового питания. Как это правильно делать и на что нужно обращать внимание, мы расскажем далее в рубрике «Мой доктор». Доброе утро! Подсчет калорий позволяет не отказываться от употребления определенных блюд, а сделать похудение более комфортным. Для подсчета калорий и контроля собственного питания необходимо установить определенное значение калорийности своего ежедневного рациона. Начать записывать и анализировать все продукты, которые принимали в пищу в течение дня. Следить за улучшением в собственной фигуре и продолжать движение к намеченной цели. При подсчете калорий следует придерживаться определенного алгоритма. Для начала необходимо проанализировать уровень метаболизма, характерный для вашего организма. Постарайтесь не пользоваться точками фастфуда. Там сложно считать калории, но легко их потреблять значительно больше суточной нормы. Приучите себя носить завтрак и обед из дома, чтобы строго контролировать рацион собственного питания. Это позволит в рекордные сроки привести свое тело в желаемую форму. Для профилактики ожирения человеку с нормальным весом достаточно тратить калорий и энергии столько, сколько он получает их в течение суток. При наследственной предрасположенности к ожирению, в возрасте после 40 лет, при гиподинамии необходимо ограничить потребление углеводов, жиров и увеличить в рационе белковую и растительную пищу. Необходима разумная физическая активность, пешие прогулки, плавание, бег, посещение спортивных залов. Если есть недовольство собственным весом, для его снижения необходимо обратиться к эндокринологу и диетологу для оценки степени нарушений и составления индивидуальных программ похудения. Этого будет вполне достаточно, чтобы решить проблему. Будьте здоровы! Мы продолжаем «Это утро Якутии». И сегодня, по нашей доброй традиции, у нас в гостях специалисты из офиса «Мои документы». Это аналитик отдела координационных электронных услуг Мичиена Николаевна Гермогенова. И сегодня мы поговорим с ней на такую интересную тему, как уведомление о планируемом строительстве. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите нашим зрителям, что такое уведомление о планируемом строительстве. Уведомление о планируемом строительстве или реконструкции жилого или садового дома – это документ, который собственники земельных участков или застройщики подают в органы местного самоуправления до начала строительства. Несмотря на то, что в рамках дачной амнистии предусмотрен упрощенный порядок регистрации жилых и садовых домов, застройщики, собственники все равно обязаны соблюдать нормы строительства и параметры. Вот как раз для того, чтобы определить, соответствует ли будущая постройка этим нормам и параметрам, необходимо подавать вот это уведомление. А можно ли начинать стройку без этого уведомления? Что будет в случае, если этого не сделать заранее? Это не обязательно подавать это уведомление в рамках дачной амнистии, которую я упоминала. Но вообще построить можно любой дом. Но потом, если дом не соответствует параметрам строительным, при постановке на кадастровый учет и регистрации права собственности могут возникнуть трудности. Поэтому лучше сделать заранее. Да, чтобы избежать этого, лучше придерживаться стандартной процедуры. Вот подать уведомление, получить положительный ответ и только потом начать строительство. И еще вот это уведомление обязательно понадобится тем, кто привлекает кредитные средства, например, по дальневосточной ипотеке строит дом, и тем, кто использует средства материнского семейного капитала. А какие данные нужно указать при подаче заявления? В уведомлении обязательно указываются данные земельного участка и параметры будущего дома. Параметры — это такие, как сколько этажей будет у дома, площадь застройки,
высота дома от земли до наивысшей точки крыши и отступы, то есть расстояние от границ земельного участка до дома. Вот, например, ну, мы привыкли, как в основном, прямоугольные или квадратные, да, такие, да, правильные формы участки. А вот если, например, участок неправильной формы, ромбовидный, там, не знаю, ну, треугольный, грубо говоря. И, то есть, невозможно, да, соблюсти все требования строительства. Что вот делать в этом случае? Если у участка есть какие-то особенности, которые не позволяют построить дом в соответствии с требованиями, например, если слишком узкий, да, если неправильные формы, если там часть расположена на болоте и так далее, нужно сначала получить разрешение на отклонение от предельных параметров строительства. И только после этого подавать уведомление и приложить вот это разрешение к заявлению. Чиена, а если другой, возможно, вопрос возникает, приобретаешь участок, и собственник до этого указал, что дом будет размером, допустим, 6 на 6. Ну, а я, соответственно, не хочу такой маленький, хочу 10 на 10. А уведомление уже было на 6,6. Можно ли внести уже свои коррективы? Да, если параметры никак не меняются, то новому собственнику не обязательно подавать новое уведомление. А если что-то меняется, например, вот площадь, или там решили построить двухэтажный вместо одноэтажного, то новому собственнику нужно просто подать свое новое уведомление с указанными, ну, с необходимыми ему данными. И куда можно обратиться для подачи заявления? И примерно какой срок, наверное, да? Срок и что с собой, какие документы нужно принести? Уведомление можно подать через нас, через центр «Мои документы», а также есть возможность подать электронно через портал госуслуги. Если подается через портал, нужна подтвержденная учетная запись. Так, пакет документов зависит от жизненной ситуации, сколько собственников, по доверенности, не по доверенности и так далее. Но стандартный набор — это паспорт заявителя, собственника земельного участка, и схематичное изображение дома на участке. Это может быть просто рисунок, распечатка и так далее. Так. Ну, если по доверенности, то доверенность, и если как законный представитель, то документ, подтверждающий полномочия. Я думаю, сейчас как раз вот весенний период, многие люди задумываются о начале строительства своего частного дома, и эта информация, которая сегодня у нас была озвучена в утреннем эфире, я думаю, будет очень полезна. Чиена, спасибо большое вам, мы желаем вам хорошего и доброго утра. Спасибо. Спасибо. Ну, дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир, и сейчас с огромным удовольствием передаем слово нашим новостным коллегам из новостного блока, чтобы узнать последние актуальные новости. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. В Госдуме предложили компенсировать участникам СВО услуги связи. Первый замглавы Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к главе правительства Михаилу Мишустину с предложением выплачивать участникам спецоперации в Украине по 1000 рублей в месяц для оплаты услуг связи. Напомним, что в прошлом году Госдума приняла закон о праве участников спецоперации на бесплатную пересылку простых писем, а также посылок с личными вещами домой. В Чегдинском наследии установили вышку сотовой связи, благодаря чему у местных жителей появится высокоскоростной мобильный интернет. До этого в момент в селе была сотовая связь, но при этом не было доступа в интернет. Чегдинцы несколько лет писали письма с просьбами провести его в село. Из-за отсутствия доступа к глобальной сети возникало множество проблем. Даже чтобы сдать ЕГЭ, детям приходилось выезжать в соседние города. Также это создавало множество неудобств и для работающих людей. По словам местных жителей, появление мобильного интернета в селе заметно облегчит всем жизнь. Связь хорошая, единственное, плохой интернет. Ну, вот мы просили его как-то улучшить, но пока проблема не решается. Поэтому вот это теперь наша самая лучшая связь, наверное. Спасибо всем, кто голосовал за нас. Это и Якутск, Алдан, это и наши, потому что многие не верили, все-таки как-то не очень. Но мы вошли в эту программу, и вот, пожалуйста, стоит наша красавица. Теперь мы будем с интернетом. Огромное всем большое спасибо.
Более 20 стран примут участие в Менделеевской олимпиаде школьников по химии. Команды из более чем 20 стран мира примут участие в 57-й международной Менделеевской олимпиаде школьников, которая будет проходить с 1 по 6 мая в Казахстане. Олимпиада этого года проходит во второй раз в очном формате после снятия всех ковидных ограничений. Участие в Менделеевской олимпиаде уже подтвердили многие команды. Впервые заявку на участие в турнире подала и сборная Бразилии. Фонд Сколково определил полуфиналистов этапа «Стартап-тур», который пройдет в Якутске сегодня, 12 апреля. Среди них проект по созданию народного электробайка, технология переработки пластика с помощью насекомых, спутниковые ошейники для сельскохозяйственных животных, биоразлагаемые компоненты для остеосинтеза и многое другое. Тема мероприятия в этом году – Creative Tech – креативные индустрии, импульс для технологического развития. Кроме 3 традиционных конкурсных треков – информационные технологии, индустриальные энергетические технологии и биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве. Стартапы из Якутии будут соревноваться за первенство в 4-м – технологии креативных индустрий в инновационных проектах. Всего на конкурс подано 259 заявок. В якутском хлебокомбинате испекут около 80 тысяч куличей к Пасхе. Иеромонах Никандр благословил выпечку и пекарей комбината. Их можно будет приобрести во всех магазинах Якутска и близлежащих районах с 12 апреля. Освященные куличи можно узнать по специальным наклейкам с надписью «Благословение архиепископа Якутского и Ленского Романа». На протяжении 30 лет якутский хлебокомбинат готовит пасхальную выпечку и 15 лет сотрудничает с якутской епархией. Святой день Святого Христового Воскресения принести в храм, после общей молитвы осветить и далее эту трапезу пасхальную разделить с самыми близкими, с родными. Но, как правило, освященную пищу мы после богослужения несем также людям нуждающимся. Шел Великий пост, и мы отказывались от молочной пищи, мы отказывались от пищи животного происхождения. А здесь уже приготовление пасхальное, праздничное. Туда добавляются уже и молочные продукты, и яйца. И вот это первое блюдо после богослужения, которым стараемся мы разговеться с самыми близкими, дорогими нам людьми. Минувшим днем в столице региона в рамках первенства России по вольной борьбе среди спортсменов до 21 года стартовал Всероссийский судейский семинар. Практические занятия будут проводить приглашенные именитые спортсмены, а сами соревнования стартуют уже 14 апреля в Центре спортивной подготовки «Триумф». Ну а сегодня в гостях у нас международный арбитр высшей олимпийской категории Алексей Николаевич Базулин, который приехал в Якутск не только проводить семинар для участников первенства, но и непосредственно принимать участие в соревнованиях в качестве судьи и зрителя. Алексей Николаевич, доброе утро. Доброе утро. Доброе. В Якутии ежегодно проходят масштабные соревнования по борьбе. Да? Это одна, наверное, из самых любимых спортивных дисциплин нашей республики. Да? И вы у нас уже не первый раз. Что ожидать от первенства России? Вы знаете, всегда, в первую очередь, конечно, ожидается это зрители. Когда мы только приходим в зал, понимаем, что еще схватки не начались, а зал уже практически полный. И здесь зритель очень любит и знает борьбу. Конечно, ожидаем очень интересной борьбы от борцов. Этот возраст, юниоры, они всегда бескомпромиссная борьба, очень много технических действий, и это как раз и подчеркивает красоту нашей борьбы. Ну и, конечно же, большую роль это организаторы, которые всегда готовятся, потому что в Якутии знают, как проводить соревнования, умеют проводить. Я даже больше скажу, что
многие представители разных регионов бы могли приехать и посмотреть, как проводятся эти соревнования. И все новинки, которые появляются в Международной Федерации и на чемпионатах мира, и на чемпионатах Европы, они сразу же здесь, в Якутии, уже какие-то маленькие мелочи, на которые бы уже можно было обратить внимание. Ну и, конечно, всегда открытие. Очень всегда оно разное, интересное. И когда организаторы проводят соревнования, в Якутии всегда говорят так: организаторы постарались, провели, и как только просвистел первый свисток, уже это на откуп судьям, то есть судьи уже работают здесь, и уже праздник должен состояться только тогда, когда уже последний свисток прозвенел, и это уже тогда мы оценим, как прошло это мероприятие. Что касается судейского семинара, немножко нас познакомьте с ним и сколько человек участвует в данном семинаре? Львиная доля, конечно, судей это из Якутии, это 23 человека, которые будут принимать участие в судействе первенства России. Но семинары всероссийские проходят уже на протяжении 7 лет. Это по подготовке судей, и также и тренеры участвуют в этих семинарах. У нас очень много правил менялось. Вы знаете, что были моменты по сохранению борьбы в олимпийском движении. Много изменений было сделано для того, чтобы нашу борьбу все-таки украсить, сделать ее более динамичной, более понимаемой зрителями. И как раз в Якутии можно по трибунам узнать, было правильно оценено техническое действие или нет. То есть зрители знают и следят за изменением в правилах. И вот этот как раз семинар включает в себя теоретическую часть. Вчера он уже стартовал, мы на протяжении этих 3 дней будем осматривать разные ситуации, а потом уже судьи примут непосредственное участие, уже практической части, это судейство соревнований, и будут показывать свою работу, которая проделана на протяжении не только этого периода времени, этих 3 дней, но и до сегодняшнего дня. То есть судьи готовились, кто-то имеет высокий статус судей всероссийской категории, кто-то более низкий статус, то есть кто-то начинающий судья, но каждому дается возможность расти, развиваться. Вот, да, сразу вопрос, да? Как арбитр получает свои категории и как он может дойти до участия в Олимпиаде? Ну, необходимо отметить, что, значит, Алексей Николаевич у нас международный арбитр высшей категории, да? Это топ, да? Да, то есть олимпийская это категория. топ. Нет, есть, конечно, инструктора, но у нас это такие штучные люди, которые в мире их не так много, которые обучают этих олимпийских судей и всех остальных судей, которые являются международными. Поэтому для судейской категории, да, это олимпийская категория. Ну, и как до туда дойти, так сказать, да? Добраться. Да. Знаете, во-первых, конечно, огромное желание. Очень нужно любить этот вид спорта, потому что не так все просто, не так все однозначно. И как-то был у нас разговор с олимпийской чемпионкой, которая начала судить. Я задал ей вопрос: скажи, все-таки олимпийской чемпионкой, как в качестве спортсмена, вот ты сейчас и в качестве судьи. Ну, вот в качестве спортсмена я отборолась и ушла. А вот в качестве судьи я целый день, с утра до вечера, и причем еще твою работу оценивают не только те специалисты, которые знают борьбу, но и те, которые и зрители, и тренеры, и многие даже критикуют, что где-то оценка была неправильно сделана. Но самое главное, что любить это. И каждому дается шанс, вот о чем я сказал. Сначала, как и у спортсменов, есть определенная ступень. У нас есть несколько категорий российских. Это 3-я категория, 2-я, 1-я. Потом затем, конечно, всероссийская, это высшая категория. И затем уже дается право, возможности поехать на международную арену. И там точно так же сдаются на 3-ю, на 2-ю, на 1-ю, и потом уже только на олимпийскую категорию. То есть большая ступень, очень такая непростая. Непростая. Но, Алексей Николаевич, я думаю, что эти семинары дадут свои плодотворные результаты, и наши тренера, да, получат свои категории, и это будет таким неким шагом, чтобы впоследствии достичь вот того самого топа, как вы говорите, да, это международный арбитр высшей олимпийской категории. Ну а, конечно, от Центра спортивной подготовки, да, нашей «Триумф» с 14 апреля мы ждем, конечно же, праздником. Спасибо большое. Да, вам тоже спасибо. Спасибо. Ну, дорогие друзья, в Якутии в скором времени может появиться еще одна туристическая точка на карте региона. И она появится в Алданском районе, в городе Томот. Что здесь может появиться и чем будет она так привлекательна, нам расскажет наша коллега Катерина Винокурова.
Приезжая в любую новую местность, хочется осмотреть максимальное количество достопримечательностей. Вне зависимости, город это или маленькое село, всегда найдется что-то, за что цепляется внимание. Отправляясь в город Томот Алданского района, мы знали, что он был основан в 1925 году и ранее был центром судоходства реки Алдан. А значит, здесь точно есть на что посмотреть. Алданский район издавна был местом компактного проживания эвенков. Их традиционными занятиями были оленеводство, охота, рыболовство и не только. За ходом этой истории можно проследить в этнокультурном центре города Томот. К нам очень часто приезжают гости города, особенно те, например, которые жили в нашем городе, в Томоте. По своим обстоятельствам, уехали в другой город. И они стараются, конечно, в первую очередь, в первый же день они приходят к нам в музей. Они все время говорят, что в нашем таком маленьком городе есть такие уникальные экспонаты. Наконечник это 19 века. Подарила нам жительница города Томота Карамзина Татьяна Гаврилевна. Она 1912 года рождения, потомственный охотник-оленевод. Наконечник ей достался от деда. Сумка из бересты, каркас сшит из бересты, а сверху обшит камусом и ровдугой. Так как эвенки вели кочевой образ жизни, они с места на место очень часто переезжали, и очень было удобно 2 сумки на оленя повесить, и по обе стороны ему было легко, и, естественно, больше ты вещей мог перевезти, вещей, продуктов. Томот расположен на обоих берегах реки Алдан. Здесь кончается судоходный отрезок реки, в связи с чем на этом месте была основана Укуланская пристань, на которой и вырос город. Томот с эвенкийского языка переводится как «незамерзающий». За счет теплых источников местность богатая природой, полезными ископаемыми и творческими людьми. Самое подходящее место для развития экологического туризма. Мы еще не были здесь летом, но местные жители настоятельно рекомендуют посетить Томот именно в это время года. Скажите, пожалуйста, куда бы вы отправили туристов, гостей Томота первым делом? Что посмотреть, где погулять, что увидеть? Ну, наверное, в первую очередь на речку, особенно вниз по речке, там очень красиво. И скалы, и вообще природа, и все такое. Горы. Что у нас еще? Реку. Да, реку, путешествия на лодках. Насладились, видом, получается, речкой. Вот, особенно летом надо приезжать, там красиво. Там поезжаешь, шашлыков. Там. Вот летом это парк на том берегу. Летом очень красиво. Летом приезжайте. Обязательно приезжайте. Летом у нас красота. Летом на речку. Вся красота летом. Лучше летом все-таки, да? Летом. Кстати, прежде чем отправиться за новыми впечатлениями, в Томоте можно отлично подкрепиться в нескольких местах. На улице Есенина 1 расположилась столовая, где представлена вкусная домашняя кухня. А поужинать можно в местном ресторане «Шатун», расположенном на въезде в город. Отсюда открывается живописнейший вид на реку Алдан, в которую в жаркий день непременно захочется окунуться. Гости, которые приезжают с России, могут насладиться не только едой, но и красивыми видами. Мы угощаем своих гостей разными блюдами. В нашем ресторане представлена европейская, белорусская и якутская кухня. Конечно, люди, которые приезжают с России, они не знают блюд Якутии, и мы им предлагаем попробовать наши национальные блюда. Такие, как аляфрол, он приготовлен из вырезки жеребятины. Такие, как салат индигирка, она приготовлена из северной рыбы нельмы с брусникой, с луком. Ну и десерт – это южный десерт, брусника, кедровый орех и сгущенное молоко. Все то, что водится у нас в нашем прекрасном крае. Мы всегда рады гостям. Приезжайте, пожалуйста, в наш ресторан. Мы вас всегда ждем. А скоро в Томоте появится зона отдыха «Укулан», в которой будет музей под открытым небом с образцами промышленной техники, посмотреть на который можно будет с приподнятого над землей прогулочного променада вдоль железнодорожных путей. Визитной карточкой станет козловой кран. Также сюда вошли многофункциональные площадки активного отдыха. Детские, спортивные, скейт-парк, зона массовых мероприятий и зона водного канала с колесом обозрения. Все это благодаря гранту в размере 80 миллионов рублей
рублей, выигранному Тамотом в прошлом году на 7-м всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Надеемся, это послужит стимулом привлечения туристов со всей страны в этот живописный исторический уголок в Южной Якутии. Катерина Винокурова, Семен Семенов, Виктор Дичковский, Сергей Шипачев, Владимир Павлов. Тамот. Еще одной уникальной точкой на карте Алданского района считается село Чагда, которое расположено в 300 километрах от районного центра. Село считается труднодоступным, и поэтому сюда можно добраться только по автозимнику, а лето – водным транспортом. Буквально на днях в село пришла новая сотовая связь. Это уже второй по счету оператор мобильной связи. Что это даст поселку и что по этому поводу говорят местные жители, узнаем в следующем материале. Село Чагда расположилось на берегу реки Алдан и было основано в 1941 году. Раньше населенный пункт считался поселком городского типа, но в начале 2000-х он получил статус села. А все из-за того, что здесь начался массовый отток населения. У нас же здесь как перевалочная база была. Ленинградские экспедиции были геологические. Здесь базы у них у всех были, старательские базы были. И вот когда началось вот эти вот перестройки, вот это все, геологические базы закрыли. Сразу вот это вот там огромная база. Отсюда вертолеты, самолеты. У нас, знаете, сколько здесь было вообще? По несколько самолетов, вертолетов ночевали даже. Бензин, здесь все завозили, вообще все было. Вот. И так вот это закрыли, а то людям работать надо было, людей учить, люди стали современные, некоторым не хотелось, может, такой деревне жить, знаете, как вот так, вот, поехали. Ну и остальное вот таким образом. Потом сильный очень отток, когда у нас наводнение было со льдом. Когда это было? А это было, знаете, в 97 году. Вот, 97-й, вот это. Тогда вот тот край, нижний край, а лед просто там стесал некоторые дома, прям даже вот так вот. Сюда, вот здесь самое верхнее место было, высокое же здесь, его не затопляло. Вот. А в деревню пошла вода вместе со льдом. И, конечно, некоторые люди что-то вот так собрались, у кого было куда или что, дети где-то учились, осели. Поуезжало очень много тогда. И вот с тех пор все так херело, вот так потихонечку. Сегодня здесь проживает около 200 человек. Живут все они, как одна большая семья. Основное занятие – охота. Молодежь совсем другая по сравнению с теми, кто живет в крупных поселках и городах. Здесь не увидишь ребят, которые залипают в современных гаджетах. Для них интернет до сегодня считался чем-то далеким и дорогим. Отток идет, конечно, из-за отдаленности, из-за того, что нет интернета на сегодняшний день, да, а как бы даже и учителя не хотят приезжать. Ну вот мы тут вот добились, все-таки вышку нам ставят по программе 4G. Большая радость для нас, очень мы долго к этому шли, большие проблемы были, столько написано всего было и всем. В 2021 году мы участвовали в программе по населенным пунктам, чтобы нам поставили связь 4G. Ну, связь была и 4G, чтобы был хороший интернет. В 2022 году нас сняли с этой программы, потом, чуть-чуть отодвинули. Так пошла СВО, и нас маленько отодвинули. Прошло время, мы опять начали голосовали, и нас услышали, писали письма, и нас услышали. И сейчас у нас вот устанавливают вышку Теле2 с связи 4G. Этому событию, конечно, рада в первую очередь молодежь. Ведь благодаря высокоскоростной связи у них появился шанс общаться со своими друзьями и родными, находясь вдали от центра. Очень рад, что у нас поставили интернет. Мы так долго этого ждали. Теперь мы сможем нормально общаться со всеми. Наконец-то появится возможность посидеть в WhatsApp, поиграть в игры, посидеть в Ютубе. Рады и взрослые жители этого небольшого села, ведь отныне у них будет возможность также первыми узнавать новости республики, страны и мира. И не надо будет для этого выезжать за пределы села. А через соцсети они планируют больше рассказывать про свой Чагда, который богат своей историей, красивой природой и интересными людьми. И, возможно, сюда, несмотря на отдаленность, вновь потянется молодежь. Дмитрий Тымыров, Юрий Осипов, Джулустан Иннокентьев, Владимир Павлов, Чагда, Алданский район.
Но сейчас настала пора узнать, какие же праздники отмечают сегодня на календаре. Ну, конечно, самый главный праздник – это День космонавтики. Сегодня Всемирный день авиации и космонавтики. Памятная дата посвящена первому полету человека в космос. 12 апреля 1961 года гражданин Советского Союза старший лейтенант Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли. Его полет длился 108 минут. По народному календарю, если сегодня мокро, то лето будет грибное. 12 апреля 1242 года войско Александра Невского одержало победу над немецкими рыцарями на Чудском озере. Битва вошла в историю как ледовое побоище. 12 апреля 1633 года в Риме начался процесс над Галилео Галилеем. Его обвинили в признании ложного учения Николая Коперника о том, что Солнце, а не Земля, находится в центре мира и что Земля движется вокруг Солнца. В 1861 году в этот день Александр II издал указ об учреждении в Санкт-Петербурге больницы для рабочего населения. 12 апреля 1978 года была принята Конституция РСФСР, которой суждено было стать последней в истории РСФСР и первой в истории независимой России. 12 апреля 1823 года родился Александр Островский, русский драматург. В 1839 году в этот день появился на свет Николай Пржевальский, русский путешественник и натуралист. 12 апреля 1931 года родился Леонид Дербенев, советский поэт-песенник. В 1933 году 12 апреля родилась Монсеррат Кабалье, испанская оперная певица. 12 апреля 1949 года родился Юрий Куклачев, советский и российский артист цирка, клоун, народный артист РСФСР. Именины в этот день празднуют Захар и Иван. На минувшей неделе в столице нашего региона прошла выставка, посвященная Дню космонавтики. Свои подделки представили учащиеся различных школ города. Давайте узнаем, как прошло это мероприятие. Ежегодно в преддверии Дня космонавтики в столичных школах проходят различные выставки и классные часы, посвященные этой знаменательной дате. Так, в этот раз на базе 5-й школы города Якутска прошла масштабная выставка подделок детей на тему космонавтики. Свои работы представили как учащиеся школ города, а также воспитанники учреждений дополнительного образования. Фантазии у детей оказались безграничные. Я там сделала вот это. Выход человека в космос, открытый космос. И я тут, это с прошлого года, ракета и человек. Ракету мы перекрасили и добавили вот это. Они все сделаны из отходов, ну, кроме человека. Человек сделан из пластилина. Это из бутылки, и это из лекарств и гуаши. По словам руководителя кружка, Александр – один из немногих ребят, кто интересуется космосом. И с удовольствием представил на суд жюри сразу две подделки. Один – то, что вы увидели только что, второй – марсоход. По этим темам делали дети еще проекты свои. Хотим еще дальше принимать участие по этой теме на республиканской выставке НПК. Это работа Панченко Виталия и Хосиной Юли. Эта работа называется «Космическая станция. Небесный дворец». Это мы узнали о том, что есть действительно такая, с таким названием станция. И там содержание, конечно, дети все это изучают. Если воспитанники Дворца детства создают космические корабли, исходя из своих фантазий, то вот воспитанники Центра технического образования делают точные копии космических станций. Я представляю работу «Союз Аполлон». Она сделана из пластика, 3D-принтер. Я ее делал полгода. Это полная копия космической станции. Масштаб 1:100. По словам педагога Центра технического образования, такие кружки и выставки воспитывают в детях умение работать с тем или иным материалом и при этом знакомят их с миром техники. Ребята здесь подготавливаются, допустим, тоже предпрофессиональной, как говорится, своей работе или учебе дальнейшей. Многие ребята вот у меня поступают после окончания наших, как говорится, курсов, наших кружков, да,
вот, технические учебные заведения. Ну, кто-то в средние, кто-то высшие. Вот у нас есть ребята, которые закончили авиационные, допустим, да, институты. Вот один парень, значит, у нас работает уже, закончил, по-моему, Московский МАИ, Московский авиационный институт. Вот. Сейчас он работает у нас летчиком, вторым пилотом на Ан-24. И таких ребят оказалось много, всех не перечислишь. Так что подобные выставки не только развивают память и фантазию, но и, как оказалось, помогают определять юным якутянам свою будущую профессию. Дмитрий Тымыров, Владимир Павлов, Якутск. Также состоялось участие подрастающего поколения с космонавтами. Наш регион с визитом посетили 2 именитых космонавта. С одним мы вас познакомили на прошлой неделе. Он приходил к нам в гости в студию. Это Олег Артемьев, российский космонавт, испытатель научно-исследовательского центра имени Юрия Гагарина. Ну а со вторым космонавтом мы вас познакомим прямо сейчас. Я записала с ним небольшое интервью как раз перед самым его отъездом. У нас в гостях сейчас находится Сергей Васильевич Авдеев. Это летчик-космонавт, герой Российской Федерации. Космонавт испытательного отряда «Энергия». Сергей Васильевич, доброе утро. Доброе утро. Не каждый день встретишь такого уникального человека, героя Российской Федерации. Добро пожаловать в Якутию, конечно, да? Давайте вспомним ваш первый полет. Каково это было? А те эмоции, они до сих пор у вас такие яркими остались? Или, собственно, последующие потом полеты уже воспринимались не так ярко? Ну, у меня всего 3 полета в 90-х годах на ту же самую станцию «Мир». И каждый из этих 3 полетов, он неповторим и запомнился по-своему. Естественно, первый полет, он, как и первый раз, первый класс, свой имеет оттенок. Впервые встретился с тем, к чему он долго готовился, как невесомость, как таковая. Что это такое на самом деле? И этот такой период полугодового опыта, первого опыта работы в невесомости, он, конечно, незабываем. А вот, допустим, что-то интересное для вот зрителя, может быть, какая-то вот осталась в памяти, чем вы были, может быть, шокированы? Вот больше всего эмоций что вызвало? Ну, в первую очередь, конечно, это та самая невесомость, которая сопровождает как часть той окружающей среды, обстановки, в которой мы работаем. И те условия, которые предоставляет лаборатория «Космическая Мир», не совсем полностью, естественно, не совсем полностью воспроизводится на тренажерах. И здесь ты увидел реально вот ту аппаратуру, то, к чему ты готовился, вот уже в той обстановке, которая реальная. Вот это было такое, ну, открытие, можно сказать. Сергей Васильевич, вы установили абсолютный рекорд пребывания в космосе. Вот что за рекорд такой? И я даже знаю, что вы занесены в Книгу рекордов Гиннесса. Да. В течение вот всей моей полетной деятельности я совершил 3 космических полета, все 3 на космическую станцию «Мир». И в сумме 3 полетов у меня зарегистрированный рекорд общей продолжительности работы в космосе. А если брать космическую станцию «Мир», то это абсолютно непобиваемый. Уже станции нет. Я проработал в первой экспедиции полгода, во второй полгода и в третьей год 2 недели. И вот за сумму проведенного в космосе таких космических часов у меня вот получился мировой рекорд. Ну, также в книге Гиннесса он значится. Сергей Васильевич, а вот у нас программа называется «Утро Якутии», да? А вот как встречают утро в космосе? То есть там есть определенное время, когда вот вы разделяете утро, день, ночь, или это все просто одни сутки? Что видно в иллюминаторе? Ну, во-первых, а когда утро начинается? Вот утро здесь начинается по вашим часам, которые вам показывают, допустим, 7 утра. Все, да? Там 8 утра нужно. Уже солнышко встает. Да. А в космосе как? Совершая
один виток вокруг Земли за 1,5 часа. Вы каждые 1,5 часа можете наблюдать восход Солнца и заход его. Вот так. То есть это все визуально видно, да? Да, конечно. И возникает вопрос, а утро-то когда? Летая на нашей станции МИР, было принято решение, что утро начинается по московскому часовому времени. Почему? Потому что управление всем полетом, всеми работами осуществляется из центра управления полетами, который находится под Москвой. И люди приезжают из разных организаций в этот центр, естественно, ориентируясь по времени суток, которые в центре управления полетом приняли решение о том, что и мы тоже будем жить по московскому времени. На Международной космической станции начинается все с Гринвича, с этого времени. А утро, как и на Земле, просыпаемся, умываемся, завтракаем. И все это в невесомости? Все это в невесомости. И начинается такой же день, как и на Земле, 24 часа. 8 часов работы, отдых, сон. Но есть нюансы, конечно. Каждый день мы вынуждены, должны заниматься физическими упражнениями, физкультурой для того, чтобы сохранить силу своего организма для безопасного, скажем так, возвращения на Землю. Очень интересно. Но еще у нас в нашей программе мы очень часто говорим о завтраках, о полезной еде, да? И вот здесь возникает у меня вопрос. Какой завтрак там, на борту? Завтрак, во-первых, по общему содержанию всех калорий, которые находятся в этой пище, намного меньше, нежели чем на Земле. Нам не нужно такое большое количество энергии. Он по размеру меньше и по содержанию вот этих самых килокалорий тоже меньше. Как выглядит? Что это? Жидкая субстанция или это прям хлебушек? Это напитки различные, чай в пакетиках, соки. Из такого уже, вот, собственно говоря, продуктов питания. Большинство продуктов питания сделаны в сублимированном виде, приготовлены. И мы наполняем наши пакетики водой горячей, немножко ждем, и получается творог с разными добавками, с изюмом, с другими ягодами, немного хлеба. Вот соки, как я повторил, больше у нас все-таки, опять-таки, в сублимированном виде, а вот в пресловутых вот этих тюбиках осталось не так много еды. Сергей Васильевич, мы благодарим вас за то, что посетили наш утренний эфир. Ну и, конечно, мы уверены, что вы обязательно еще вернетесь к нам. И вот цель вашего визита – это все-таки благое дело. И глядя на вас, подрастающее поколение будет, конечно, наверное, стремиться к новым целям, к новым знаниям. Ну и, возможно, у нас в республике кто-то, да, появится такой уникальный, как и вы, и станет великим космонавтом. Да, пожалуйста, дорога в космос открыта и через отряд космонавтов в том числе. Спасибо большое. Мы желаем вам здоровья и хорошего, отличного настроения. Успехов всем и с праздником космонавтики в 2023 году. Мы поздравляем всех жителей республики с Днем космонавтики. Действительно, очень такой приятный праздник. И я думаю, молодое поколение должно еще больше чтить и помнить те заслуги, которые получили мы, да, как флагманы, которые побывали первые в космосе. Ну да, это один из моих самых любимых праздников с детства, да, я бы даже так сказал. Ну а сейчас, друзья, мы передаем слово нашим коллегам из новостного блока. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предлагает установить весомый налог за использование иностранной рабочей силы, чтобы тем самым мотивировать работодателей нанимать россиян. По его мнению, необходимо принять меры к внедрению вахтового метода использования рабочей силы из числа россиян, разработав механизм их перемещения из регионов с низким уровнем экономического развития в регионы, где необходимо привлечение большого числа работников. Зарплаты стажеров и студентов выросли до 60 тысяч рублей. Лидерами по темпу роста в этом сегменте оказались Омская и Ростовская области. Также существенно выросло число стажировок в Челябинской области. Работодатели готовы оплатить студентам и стажерам все больше. В начале 2021 года средний заработок для стажеров и студентов составлял 42 тысячи рублей. А к концу 2022 он уже увеличился до 60 тысяч рублей. Самые высокие зарплаты предлагают в Якутии. Около 66 тысяч рублей. Самые низкие в республике Ингушетия, где студенты могут рассчитывать в среднем на 25 тысяч рублей. За последний год увеличилось количество поступающих в детское ожоговое отделение. Как отмечают врачи, во время карантина случаев ожогов у детей было меньше, но сейчас снова показатели стали допандемийными. За 1,5 года работы отделения лечения прошли свыше 400 детей с различными термическими травмами. 90% в основном это дети с обширными ожогами, ожогами контактными, кипятком, пламенем. Также часть маленьких пациентов поступает с обморожениями. Остальные 10% это дети с рубцовыми деформациями, контрактурами, и помощь таким пациентам оказывается хирургическими методами по высокотехнологичной медицинской помощи. Есть современные методы лечения. Вот недавно нам приобрели аппарат Versajet. Это аппарат гидрохирургической обработки и кавитации ран. Это очень большое подспорье. То есть с этим аппаратом у нас уменьшили сроки лечения детей. То есть мы проходим через фазу септикотоксемии, такой ожоговой болезни. То есть мы сразу очищаем раны от некротических тканей и делаем уже непосредственно пересадки кожи, аутодермопластику так называемую. Завершился самый протяженный в истории из турмаршрутов по зимникам арктического севера России экспедиция. По успешному финишу состоялась пресс-конференция в Якутске. Целью автопоездки является повышение интереса маршрутов через арктические районы Якутии, изучение туристического потенциала Арктики, установление связи с местными муниципалитетами и предпринимателями. Экстремальная экспедиция стартовала 13 марта из столицы республики. Маршрут соединял северные арктические районы Якутии, протяженность которого составила около 5000 километров. Организаторами автопробега выступили Агентство развития туризма и территориального маркетинга, Ассоциация туриндустрии Якутии, а также Якутское республиканское отделение «Опора России». Найдена самая ранняя из известных записей живого концерта «Битлз». Полный живой концерт группы записан весной 1963 года. Тогда ливерпульская четверка не была известна всему миру и только дебютировала с альбомом «Please, Please Me». Эксперты назвали запись живого концерта самой ранней. Пленку решено отреставрировать и опубликовать. Сейчас ведутся переговоры о том, чтобы привести запись в порядок и опубликовать ее для широкого слушателя. Российские спортсмены примут участие в 5-х боливарианских играх, которые пройдут в Венесуэле. На соревнованиях разыграют медали в 35 видах спорта. Состязания пройдут с 21 по 29 апреля в Каракасе и Ла-Гуайре. В боливарианских играх примут участие около 3500 спортсменов из 11 государств. Российская сторона получила приглашение принять участие в играх в феврале этого года в ходе встречи министра спорта Олега Матыцына и вице-президента Венесуэлы по вопросам развития общественного и территориального развития Мервина Энрике Мальдонадо Урданета. К этому часу это все новости. Хорошего дня. А на телеканале «Якутия-24» состоялся второй эфир песенного проекта «Вот это да». На этот раз свои вокальные данные продемонстрировали нерюнгринские участники. Эфир состоялся 9 апреля. По мнению жюри, победу одержала Наталья Бабайцева. Ну а второго победителя определите вы, наши телезрители, с помощью СМС-голосования. Проголосовать можно с любого телефона неограниченное количество раз, отправив на номер 5533 слово «Ход», указав через пробел номер понравившегося участника. Голосование закончится 14 апреля в 20:00. После всех эфиров состоится финал конкурса, где за звание самого лучшего вокалиста и на приз зрительских симпатий
обязательно определяться победители значит, и лучших отборочных туров, и, конечно же, финалист. Ну а сами участники воодушевлены своими выступлениями. Кто-то рад, кто-то счастлив, кто-то огорчен. И своими впечатлениями сейчас поделится один из вокалистов города Нерюнгри Сергей Батин. Он выступал под номером 8 и спел свою песню «Счастье». Я до сих пор под очень большим впечатлением от участия, от радости общения с другими конкурсантами. Со многими из них мы знакомы и дружим. Работаем на одной сцене уже много лет. Было приятно друг за друга переживать, болеть, поддерживать. Да, я выступил не очень хорошо, мягко говоря, но так распорядилась судьба. Просто внезапно приболел и... получилось, что получилось. Но не в этом дело. Самое главное был сам процесс. Очень увлекательный и очень интересный. Надо сказать, что для нас, для Якутии, это необычно и очень ярко. Телевизионный песенный конкурс. Впервые в жизни я почувствовал какой-то интерес, азарт, значимость всего происходящего. И, кстати, нерюнгринцы стали проявлять очень большой интерес к этому конкурсу. Сейчас, спустя уже день с небольшим после эфира, они ищут в интернете запись эфира, чтобы и самим посмотреть и проголосовать. Ну и, собственно, это можно сделать без записи эфира, но, согласитесь, гораздо интереснее еще и посмотреть. В общем, все здорово, интересно, ярко и необычно, под большим впечатлением. Очень бы хотелось, чтобы этот конкурс получил продолжение. Помимо того, чтобы он стал ежегодным, потому что у нас очень много талантливых людей, которые наверняка захотят и на других посмотреть, и себя показать, и побороться за победу. И было бы здорово сделать фестиваль, песенный фестиваль по итогам конкурса. Вот это да. Например, в городе победителя. Потому что таких мероприятий нет, и это было бы очень интересно совместить и зрителей, и телеэфир. Спасибо большое, Сергей. Вот на такой позитивной, доброй ноте, даже такой песенной ноте мы завершаем наш эфир. Всем нашим телезрителям желаем доброго утра, хорошего настроения и позитивного рабочего дня. До новых встреч, до завтра.